Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Это редкий случай, чтобы гопник доживал до средних лет. Чаще его жизненный путь обрывался гораздо раньше, в 17-20. Погиб в неравном бою. А ведь где-то в ущельях Афгана паренек с улицы Авангардной и его сверстник с улицы Портовой были бы земляками и делили между собой последний глоток воды и кусок сухаря. А здесь, в родной Казани, они заклятые враги, потому что один жил в районе теплоконтроля, а другой в Новотатарской Слободе. Гопники, также гопы, гопари, собирательно гопота. Жаргонное слово русского языка, уничижительное обозначение представителей городской прослойки молодежи, близкой к криминальному миру, часто происходящей из неблагополучных семей. В словаре Владимира Даля слово «гоп» означает прыжок, скачок или удар. В конце XIX века в помещениях питерской гостиницы «Октябрьская», располагающейся на Лиговском проспекте, было организовано государственное общество «Призора», от слова «призор» – забота, попечение, сокращенно «ГОП», куда доставляли беспризорных детей и подростков, занимавшихся мелким грабежом и хулиганством. Но тогда еще существовал неписанный кодекс чести. Один против одного, упавшего не бить, не прятать в рукавицу подкову или монеты для силы удара. Даже в послевоенные годы, как писал Василий Аксенов, никогда не задирали чужака, если он шел по улице с девушкой. Но времена менялись и становились беспринципнее, жестче. Когда я изучала группировку Тяп-Ляп, то, естественно, мне было интересно, как она появилась. Они жили на отшибе, они приезжали в центр города, и их здесь били. И по-настоящему первой группировкой выходит не Тяп-Ляп. И вот ребята, чтобы защитить себя, они объединились, нашлись лидеры. И потом, когда они объединились и проверили свои силы, они начали теснить всех остальных. Но они сильно наследили, будем так говорить, на криминальной карте нашего города. В 70-х чужие здесь не ходили. Для них это была закрытая зона. Парней из другого района здесь ждал теплый прием. Выхлестывали жестко. Осипов ударил, вот где-то здесь вот ударил, значит, его камнем по голове. Но молодой мужчина, в общем, не упал, а побежал. Когда побежал, он споткнулся, упал куда-то вот в лужу, там вот что-то есть углубление. Упал в лужу, потом снова поднялся, увидев меня впереди, он шарахнулся и побежал как-то вот сюда, вот в этом направлении. Здесь, не видя то ли бортика этого, то ли что, наткнулся на этот бортик, перевалившись, упал за бортик. Где, значит, и нагнал его Осипов и ударил его, по-моему, 2 раза кирпичом. Это совершенно тот камень, я узнаю его. Вы знаете? Да. От чего вы узнаете его?
Ну, во-первых, следы крови, а во-вторых, здесь поблизости нет никаких камней, и вообще место я точно не знаю. Любое появление тепляповцев в городе вызывало шок. Они не боялись милиции, поэтому везде чувствовали себя хозяевами. Однажды на 2 автобусах группировщики прибыли ко Дворцу культуры имени Урицкого, блокировали зал, где проходили танцы, и просто так, ради развлечения, принялись избивать чужаков и крушить мебель. Передел власти был не только между районами, но и внутри группировки. Масленицев. Подходит он к Антипову. Антип, слушай, я уже повзрослел. Давай мне группу новую. Антип говорит, я эти вопросы не могу решить. Подошли они к Джавде. Джавда сказал, ну, дорогой, если ты хочешь быть лидером этой пятерки, руководить этой пятеркой, давай отстраняй от власти. Решай проблему сам. 28, по-моему, февраля поступает сигнал от Хантимирова, от Джавды, о том, что Даньшин находится на улице Тукаевской, в пивбаре «Бочки» с друзьями, своими тоже группой ребят. Вызвали они, значит, Даньшина во двор дома и начали избивать его. Князев начал воспрепятствовать, не надо было убивать до конца. Но они хотели Князева убить уже. Лысов, Масленицев прутьями. Забили его, и в результате чего Даньшин получил тяжелое сотрясение головного мозга, закрытый перелом челюсти. А потом вот Лысов еще прыгал на нем, уже почти мертвым, на мертвом этом Даньшине. Нет туда никакой управы. Я был на похоронах, мы все видели. Мать его сказала, ребята, клянитесь мне, когда опускали гроб в могилу, что прекращайте друг друга убивать. Это что ж то интересно получилось, что все промолчали. Промолчали, никто не поклялся. Хоть все стояли, плакали, все, но никто ничего не сказал, все промолчали. Непосредственные лидеры Тепляпа лишний раз старались не светиться и напрямую с рядовыми боевиками не общались. Для этого у них был свой человек, электромеханик молодежного центра Завдат Хантимиров по кличке Джавда. Он был официальным представителем банды, хотя на деле лишь выполнял поручения главарей. Сергей Скрябин по кличке Скряба, 1956 года рождения. В 1977 году окончил Казанский педагогический институт, являлся мозговым центром группировки, подводил идеологию под все ее действия, разрабатывал разнообразные комбинации, был личным другом Джавды со школьной скамьи. Сергей Антипов по кличке Антип, 1949 года рождения. К моменту создания группировки он уже отсидел несколько лет за хулиганство и грабеж. В колонии изучил все типичные ошибки криминальных группировок и методику работы правоохранительных органов, что использовал впоследствии при создании ОПГ «Тяп-ляп». Антип был образцовым бандитом-спортсменом, не пил, не курил, занимался спортом. Его считали самым сильным и авторитетным человеком в микрорайоне. Волевой, если поставил цель, то обязательно добьется. Очень жадный до денег, готовый добывать их любым способом, вплоть до грабежа и убийства. Властолюбивый, любит командовать, нетерпим к чужому мнению. Характер жесткий, несправедливо относится даже к своим товарищам. Не может разговаривать с людьми на равных, быстро начинает злиться, может внезапным ударом сбить человека с ног. Главари знали, что парням из пролетарских малообеспеченных семей нужен не только жесткий кулак, но и вкусный пряник.
Так одному парню, который жил далеко от теплоконтроля и часто опаздывал на сборы, подарили мотоцикл. Другому, не расколовшемуся в милиции, приобрели путевку в санаторий. Закон группировки гласил: в беде товарищей не бросать, не курить, не пить. Они очень хорошо встраивались в существующую систему по тому времени. Ведь они обеспечивали порядок на своей территории, да? За своей территорией совершали преступления. Преступления были продуманы, и пути отхода, и жертвы очень специфические были сами по себе. Поэтому раскрытие вот сразу по горячим следам не представлялось возможным. Основным криминальным промыслом Тепляпа были кражи, угоны машин и мотоциклов. Но особо влекло бандитов в район казанского поселка Нагорный. Здесь располагалась так называемая «Сорочка» – рынок, где спекулянты торговали одеждой, в том числе фирменными джинсами. Стоили они по тем временам очень дорого, приблизительно 2 месячные зарплаты – 200-250 рублей. Продавцы, боявшиеся милиции, шепотом называли цену – 2-2,50. Они отбирали эти джинсы и реально платили 2 рубля 50 копеек. То есть не 250 рублей, а 2,50. Происходили факты, как сейчас это сказать, потом это стало называться рэкетом. Значит, кто был, против кого этот рэкет был направлен? Это какие-то приемщики стеклотары, официанты и так далее. То есть люди, у которых там в то время были деньги. В столице Татарской автономной республики Казани происходят массовые беспорядки молодежи, которые формируются в боевые группы и пытаются установить над городом свой контроль. Таким образом, молодые люди выражают недовольство политическим и экономическим строем в стране. Самая известная из оппозиционных комсомольскому движению групп называется «Тяп-ляп» и насчитывает в своих рядах до 1000 молодых ребят в возрасте от 16 до 25 лет. Власти города оказались бессильными в создавшейся ситуации. Вы слушаете «Голос Америки». До поры до времени власти Казани закрывали глаза на то, что происходило в городе. Видимо, надеялись на то, что участковый поговорит с парнями, вызовут на собрание в комсомольскую организацию, и все само собой утрясется. Молодо-зелено, с кем не бывает, но не утряслось. После дерзкого, карательного рейда по территории Новотатарской Слободы с человеческими жертвами, особенно когда об этом заговорила вражеская радиостанция, первому секретарю татарского обкома ЦК КПСС Фикряту Табееву позвонили из Москвы. Кресло под ним зашаталось. Епеев, он, чтобы как-то систему оградить, он взял удар на себя. Он подал рапорт, он еще мог работать, он полон сил, энергии, он человек, который очень был уважаем и в среде сотрудников органов внутренних дел Татарстана, и среди населения, фронтовик, известный человек. Он, по принципу, принимая удар на себя, он ушел. А на его место пришел Николай Иванович Демидов. Демидов человек креативный, человек из партийных органов, человек, которого хорошо знали. В принципе, все можно было пустить по отдельным уголовным делам. Да, убийство, изнасилование, грабеж и так далее и тому подобное. Но мы понимали, для того, чтобы вот это все выкорчевать, требуется более глубокая работа. Демидовым, новым министром внутренних дел Татарии, пришедшим на смену Салиха Зелялетдиновича Епеева, было принято решение квалифицировать действия группировки «Тяп-ляп» по статье 77 «Бандитизм». Вообще «Тяп-ляп» напоминала боевые комсомольские дружины. Здесь тоже были свои командиры, заместители, люди, ответственные за вооружение, организацию сборов. Боевики делились на пятерки и не знали других членов банды, не говоря уже о руководителях. Всего за полчаса могли собрать более 200 бойцов, вооруженных ножами и арматурой. А ведь мобильников тогда не было. А начиналось все в обычном подвале. Антип организовал спортзал для подростков. Благое дело. Родители радовались, районные власти тоже. Левый, правый, левый в печень. Антип лично тренировал местных парней. Причем учил только одному удару, после которого дальнейший бой терял смысл,
ввиду выбывания противника. Вообще ребятам повезло с руководителями. Они умели подобрать ключик к душам подростков, не верящим в комсомольские идеалы и стремящимся к уличной романтике. Молодежь к нему тянулась. И если бы парней встречал настоящий тренер, то, говоря слово «теплоконтроль», мы могли бы вспоминать спортсменов, прославивших Казань. Но прошло более 40 лет, а память выдает лишь одно – гопники из ОПГ «Тепляп». В это были втянуты практически все дети наши. Это у кого мне было жалко в это время всех, у кого были сыновья. Потому что это значит, ты стоишь перед выбором, что делать твоему сыну. Был у меня один такой случай, когда один из группировочников, из очень активных таких группировочников, он к этому времени стал отцом, и он не пустил своего сына в группировку. Он сказал, что его сын проживет другую жизнь. По мере роста численности группировки микрорайон Теплоконтроль стал им тесноват. И тогда Антип решил подчинить себе весь город. Он легко подмял под себя молодежь поселков Калиновка, Мирный, Горький, улиц Тукаевская, Павлюхина, Татарстан. К середине 70-х годов большая часть молодежных группировок Приволжского района Казани считалась филиалами Тяпляпа. Это включение происходило иногда мирным путем, но чаще в результате более или менее длительной войны, когда улицы сходились стенка на стенку. Одной из немногих группировок, продолжавших сопротивляться Тепляпу, оставались новотатарские. Конфликты на границе вспыхивали постоянно. Тут около 5-й горбольницы они разделились на две группы. Одна пошла по одной стороне улицы, другая – другой. Каюмов имел при себе обрез, Тазидинов – гранаты F1. Конечно, она была часть не боевая. Ну и у других были там тоже оружие, парабеллумы и так далее. Каюмов лично из обреза выстрелил в одного мужчину, старика, который говорил, что вы делаете? Начал, стрелять же. Ему 74 года был. Убил его. Они пошли дальше, идут навстречу женщины, среди них тоже была женщина пожилая. Ранили они их. Сами новотатарские ребята не вышли навстречу, да? То есть пострадали, получается, обычные жители района. Да. Увидев стрельбу, люди позвонили в милицию. Наряд милиции уже выехал. Начали их догонять. После этих событий, значит, вот уже начали аресты. Аресты. Задержались более 100 человек. Раскидали их по всем райотделам. Создали 5 оперативно-следственных групп. Для разоблачения банды была создана уникальная опергруппа, в которую входил будущий глава МВД России Виктор Ерин. По банде Тепляп работало 25 следователей. Расследование длилось 9 месяцев. Было собрано 30 томов уголовного дела. Обвинительное заключение состояло из более чем 300 страниц. Руководителем вот этой следственной группы был тогда назначен заместитель прокурора города Казани. Он незадолго до этого работал старшим следователем прокуратуры республики, а потом только был назначен заместителем прокурора города Казани Красов Виктор Андреевич. Один из опытнейших следователей, старших следователей прокуратуры республики к тому времени. Следователь, владеющий очень хорошо тактикой, методикой расследования дел, проведению следственных действий. И, в общем, следователь от Бога. Тепляповские препятствовали расследованию как могли. Запуганные потерпевшие в массовом порядке отказывались давать показания на бандитов. Следователям предлагали неслыханные по тем временам взятки. При этом поступала оперативная информация о том, что сидевшие в изоляторе бандиты планируют побег. Джавда молчал до конца. Следователи понимали, что только через него они смогут выйти на истинных организаторов Тепляпа. Однако парень не выдал никого. Бежать они, промышляли они, размышляли об этом, но реальных попыток побега не было. А почему
там проводили судебный процесс в следственном изоляторе. Потому что мы побоялись, что во время их конвоирования сюда понадобилось бы очень большое количество транспорта, очень большое количество сил и средств органов милиции для их охраны там, и так далее, и так далее. Была конкретная информация, что на них могли напасть. Сохранность должна была быть обеспечена до окончания судебного процесса. Потом у них там пошли между собой разборки после вступления приговора в законную силу. Там нескольких из них сразу же, в течение первых 2 лет, после поступления в колонию, кого порезали, кому там по башке арматурой дали. Были случаи их гибели. Приговор именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. На основании указанных статей закона назначить наказание по статье 77 Уголовного кодекса. Хантимирову исключительную меру наказания, смертную казнь, расстрел с конфискацией принадлежащего ему имущества. Салетдинову исключительную меру наказания, смертную казнь, расстрел с конфискацией принадлежащего ему имущества. На свидании могут идти 2 человека близких родственников. Кто в какой день пойдет, вы уж как-нибудь определитесь сами. Хантимиров по кличке Джавда был этапирован в Нижний Новгород. Он ждал. Ждал, когда придут. И они пришли. Прах его захоронен, как безымянный, в общей могиле. Его криминальное начальство избежало вышки. Антип и Скряба получили разные сроки и отсидели от звонка до звонка. По окончании расследования 28 тепляповцам были предъявлены обвинения в бандитизме, в 36 грабежах, в 4 убийствах и 15 покушениях на убийство. Масленцев, Тазетдинов, Каюмов и Хантимиров. 4 человека были приговорены к расстрелу, 2 помиловали. Масленцева в силу его возраста, он самый молодой был среди них, и Каюмов. Тазетдинов и Хантимиров реально были расстреляны, приговоры приведены в отношении их исполнения. Антипов он проходил по другому делу, не поэтому. Его непосредственное участие, его непосредственное руководство этой группировкой нам тогда доказать не удалось. Но зато мы Антипову доказали, Антипову, Скрябину доказали конкретные эпизоды преступной деятельности. Это разбои, грабежи и изнасилования. И за это он был осужден. Осужден к длительному сроку лишения свободы. После того, как участники банды сидели свои сроки, их встречал, если можно так сказать, вновь созданный на теплоконтроле отдел милиции. Специально созданный, возглавлял его Геннадий Фаридович Садрисламов. Главная задача была в том, чтобы не дать этой банде вновь воссоединиться, набрать силу, набрать мощь, держать их под контролем, на расстоянии и так далее. Я знаю, что, собственно, с этой задачей уголовный розыск справился. Банда не восстановилась. Сначала Казань ославила Тепляк, Тукаевские, потом нарисовались Токташевские. Ходи, Токташ, весь город наш. Потом загремела Жилка. Убивали или сажали одних лидеров, и тут же вырастали новые. И только решительные жесткие меры президента Татарстана и МВД республики положили конец войне на улицах Казани, когда подростки делили асфальт и не давали городу жить нормальной жизнью. Сколько предпринимателей сбежало отсюда
или отказалась от намерения развивать свой бизнес. Сколько было искалечено жизней и судеб молодых ребят, сколько их лежит сейчас по кладбищам. Увы, им уже не увидеть, какая жизнь бурлит сегодня в Казани.